Я думала, что это самая Ангелина у нас сошла с ума. Откуда в квитанции за август появилась дополнительная сумма в 480 рублей? Этим вопросом пенсионерка Зинаида Михеева задается до сих пор. Больше всего ее поражает название строки в платежке – «Вознаграждение председателю многоквартирного дома». Под таким, говорит, не подписывалась. Еще бы, это 1/5 часть всей оплаты за ЖКХ в месяц. Собрания не было. Никакой бумажки не висело ни на одном подъезде, ничего. Жильцы же ей в глаза говорят, что ничего не было, ни одного. 3 подъезда у нас, да. Все-таки мы читать умеем. Такого же мнения соседи. У них в платежке в этой строке уже 598 рублей. Внизу пояснение. Оплата пришла за 3 месяца. Расчет 3 рубля за квадратный метр. Платить, как там говорят, оброк не собираются. Вы согласны вообще? Нет, не согласна. Как это согласна? Здесь никто не согласен. Это мы решили проверить сами. Обошли дом и пообщались с жильцами. Из всех опрошенных нами никто своего согласия на оплату вознаграждения старший по дому не давал. К нам пришла старшая по дому. Моя сестра сказала нет, я не соглашусь. А когда пришла платежка, она увидела это вознаграждение. Почему нас не оповестили? И я не собственник квартиры, у меня собственная квартира, муж, он у меня уже полгода лежит в больнице. И почему мы ей должны платить за что? 480 рублей с нас, с двоих. Не буду я платить. Обойдя несколько квартир, нам так и не удалось найти ни одного человека, который согласился бы с такой статьей в платежке. В целом, по нашим расчетам, если брать общую жилую площадь этого дома и умножить на 3 рубля за квадратный метр, то выходит, что в месяц так называемое вознаграждение составляет около 18 тысяч рублей. О том, что эту сумму придется выплачивать, знали все, утверждает сама получатель этого вознаграждения, председатель многоквартирного дома Ангелина Асхадуллина. Все квартиры, говорит, обходила лично, и большая часть собственников с таким решением согласилась. Тут же женщина представила доказательства. Я был в курсе, меня как бы заранее оповестили об этом. Вот Ангелина ходила, к нам приходила домой, объясняла все, что там. Да, конечно, объявляли, приходили, мы все подписали. Я вот была согласна с 35-й квартиры. Большая часть собственников проголосовали «за», говорит Ангелина, потому на включение такой дополнительной суммы в платежку были законные основания. При этом женщина утверждает, вот уже 5 лет она старшая по дому и берет на себя ответственность по разрешению многих проблем. Это все было на моей инициативе. Никакой оплаты я раньше ничего не получала. Естественно, любой, наверное, человек, когда занимается домом, он хотел бы воспользоваться этим законом, который вышел сейчас, так ведь? Само согласие собственников Ангелина Асхадуллина предоставить нам не смогла. Нам удалось найти его в управляющей компании. В документе написано, собрание проводилось во дворе дома еще в марте. 56% проголосовали «за». В это дело никто не вмешивался, говорят в управляющей компании. Собственники данного дома собрались и приняли решение для себя создать совет многоквартирного дома. Это в первую очередь нужно для собственников. И определить источник финансирования и сумму оплаты для работы данного совета. До этого месяца об оплате услуг старшей по дому в платежке не указывалось. Скандал разразился в августе, когда сумма значительно увеличилась. Государственная жилищная инспекция разъяснила, насколько это законно. Понятно, что ни о каком вознаграждении с квадратного метра председателю там речь не идет. Собственники могут принять решение на какие-то дополнительные выплаты. Но должно быть в счет квитанции это быть за пределами платы ни за коммунальные, ни за жилищные услуги. И это первое. И второе, вообще есть статья управления домом, в которой входят все платы, связанные с зарплатой, и так далее. Если же жители утверждают, что они не голосовали на собрании, не участвовали в нем, или тем более, если никакого собрания не было, то они вправе оспорить решение в судебном порядке. Жильцы дома на Мусина решили пойти своим путем и для начала написали заявление в прокуратуру и ждут результатов проверки. Зарина Ахметова, Вадим Ларионов, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.